У выпускников сегодня, пожалуй, самый сложный экзамен. Русский язык обязателен как для физиков, так и для лириков. Разница только в баллах. Гуманитариям нужно набрать как можно больше, а тем, кто отдает предпочтение точным наукам, достаточно преодолеть порог. Но меньше 36 нельзя никому. Амина Дзаурова давно решила, что хочет стать экономистом и продолжить семейную династию. Теперь осталось только хорошо сдать экзамены. На протяжении всего года мы занимались с учителем, да, и этого, мне кажется, хватило достаточно. Уверенности, конечно, на 100% нет, но я на себя рассчитываю. Несложная тестовая часть, вообще легкая. Сочинение, я думаю, каждый напишет. Задания, орфография, пунктуация, все обычное. Найти грамматические и лексические ошибки, расставить правильно ударения и знаки препинания, умение работать с текстом и выражать свои мысли. За 210 минут ребятам нужно управиться с 27 заданиями. И это при том, что с собой только паспорт, ручка, и знания, конечно. Для Дейси Мальсаговой ЕГЭ по русскому проходит уже во второй раз. Она сдавала его в прошлом году, но для поступления в вуз мечты не хватило баллов. Поэтому решила попробовать свои силы в этом году. Девушка уверена, что на этот раз все получится. Планирую поступить у нас в НГУ, но в прошлом году мне не хватило баллов, там 2 балла, и в этом году у меня пересдача. И планирую поступить на бюджет со своими баллами. Планирую получить высокие баллы на экзамен. Я готовилась целый год. В прошлом году не готовилась, и поэтому не хватило баллов. В этом году у меня была подготовка, надеюсь, все будет хорошо. Испытания на орфографию и пунктуацию в этом году сдают только те, кто хочет получить высшее образование. В целом по республике таких оказалось 2635 человек, из которых 205 человек сдают экзамен на базе этой школы. Сегодня для нас очень волнительный день, потому что мы готовились, много вложили. Надеюсь, мы сможем сдать наши ЕГЭ и сможем поступить в вузы. Задания не такие трудные, если мы обучались. То есть, если у нас нет никаких знаний, то сегодня явно не наш день. Меня больше затрудняло 8-е задание, хотя если в него вникнуть, то его можно запросто понять. Особое внимание на экзамене безопасности. Дезинфекция помещений, дистанция в 1,5 метра. 18 аудиторий, практически в каждой по 12 человек, рассаженные в шахматном порядке. Чтобы избежать столпотворения, самый массовый экзамен по русскому языку, решено было провести в 2 дня, разделив потоки сдающих. Санитарные нормы, маска, перчатка, антисептика, пункты лоры, медсестра. Хар аудитории дезинфекция. Бирж хаштаг кляхяй ирин кварцевая лампуша дезинфекция. Бирж дада хачут хаю дезинфекция. Это селхана экзамен юляляха хлоркацы массуя щемал уже учер предметы не ир гандер и столдер щемаляхам обработка яй тахан экзамен тхунквачим болуж бы массу чама. Детей может и меньше на экзаменах из-за разделения потоков сдающих, однако терять бдительность не стоит. За процессом проведения единого госэкзамена на всех этапах следят наблюдатели и эксперты. Сегодня второй день проведения единого государственного экзамена по русскому языку, в связи с тем, что у нас по требованиям Роспотребнадзора есть предписание по соблюдению социальной дистанции и других санитарных норм проведения русского языка запланировано на 2 дня, вчера и сегодня. Сегодня второй день, соответственно, проходит экзамен на 4 пунктах. По итогам вчерашнего дня имеется нарушение. Они традиционные, это и выявление телефонов у выпускников, сдающих экзамены, и использование шпаргалок, и микронаушников. Всего таких нарушений было 11. Соответственно, по ним принимаются меры реагирования. То есть они удаляются из аудитории, и, соответственно, решается вопрос о лишении их возможности сдать экзамен в этом году. Как правило, они могут, конечно, сдать экзамен в следующем году, те же экзамены, но в этом году они теряют право сдать экзамен. Конечно, все эти меры направлены на то, чтобы прежде всего добиться прозрачного проведения экзамена, чтобы те дети, которые действительно имеют хорошие знания, учились на протяжении всего периода обучения в школе, могли показать реальные результаты, поступить в вуз и стать специалистами и применить свои знания во благо нашей республики и страны в целом, чтобы именно создать комфортные условия для тех детей, которые заслуживают это. Естественно, ни в коем образом нет никаких таких жестких мер, есть обычные стандартные нормы и обычные правила, которые должны безукоризненно выполняться всеми.
Поддержать будущих абитуриентов пришли сегодня и родители. Для них здесь создали все условия. Организовали воду и палатки, чтобы скрыться от палящего зноя. Хотя куда больше их сейчас беспокоит не жара, стоящая на улице, а их дети. Очень волнительный день. Первый экзамен у нас русский язык. Я пришла, я мать 3 детей, но сегодня у меня выпуск девочки. Организаторы для родителей, таких же, как я, волнующих, они здесь есть. Нам поставили палатки, поставили все необходимое, чтобы перекусить, нам предоставили посидеть, где есть теночки. Второй из обязательных, но не по значимости и сложности экзаменов – математика. Для 2500 ингушских школьников он пройдет уже 10 июля. Тамара Хшагульгова, Адам Далаков, Новости 24.